начался второй тур переговоров делегаций Таджикистана и Кыргызстана по границе. Ситуация на границе спокойная. Дороги Ош-Исфана и Исфара-Варух остаются закрытыми. Министр МВД Таджикистана Рамазан Рахмензодов в Джамати-Варух города Исфары. Сегодня утром начался второй тур переговоров между делегациями Таджикистана и Кыргызстана, сообщил источник в администрации города Исфара. По словам источника, делегацию, в которую вошли министры и руководители областей двух сторон, возглавляют заместители премьер-министров. В таджикскую делегацию под руководством вице-премьера Азима Ибрахима вошли командующий ПВГ КНБ Раджаб Али Рахманали, министр транспорта Худайор Зода, министр внутренних дел Рамазан Рахимзода, председатель Сагдийской области Раджаб Ахмадзода и ДР, сообщил источник. Между тем, кыргызские СМИ со ссылкой на отдел по связям с общественностью Государственной пограничной службы КР сообщают, что переговоры проходят в местности под названием Дача на территории Кыргызстана. По сообщению пресс-службы пограничной службы КР, делегацию Кыргызстана, в которую вошли глава ГПС, замминистра МВД, министр транспорта и дорог, а также заместитель генпрокурора, военный прокурор и полномочный представитель правительства по Баткенской области, возглавляет вице-премьер Женьш Разаков. Жители Джамата-Варух сообщили ЯП, что 15 марта похоронили Расиддина Чешаева, погибшего 14 марта в ходе конфликта от огнестрельного ранения. Расиддина похоронили вчера. Председатель области присутствовал на похоронах и выразил соболезнования родным и близким погибшего, сообщил житель Джамата-Варух. По его словам, у Расиддина Чешаева, имевшего двойное гражданство, Таджикистана и России, остались жена и 3 детей, старшему из которых 11 лет. Он прилетел из России год назад, чтобы ухаживать за своим больным отцом. Когда отцу стало лучше, он намеревался в скором времени с семьей вернуться в Россию. В зоне конфликта, где он погиб, он навещал своих родственников, сообщил источник. По словам жителей, дорогу в Варух не открыли, но ситуация стабильная. Скопления людей нет на границе. Силовики и представители мэрии проводят разъяснительные работы. Не наблюдается скопление жителей с двух сторон. Мы надеемся на хорошие результаты переговоров, сообщили жители Варуха. По сообщению кыргызских СМИ, остается закрытой также дорога Ош-Исфана-Кыргызстана. Напомним, вчера в Баткенской области Кыргызстана прошла первая встреча делегаций двух стран. Стороны договорились создать двустороннюю оперативно-следственную группу для проведения объективного расследования случившегося инцидента на таджикско-киргизской границе. Кроме того, стороны договорились создать круглосуточные патрульные группы из числа сотрудников органов внутренних дел двух стран по обеспечению общественной безопасности и усилению охраны госграницы. С начала конфликта, 13 марта, 2 граждан Таджикистана погибли. Около 30 получили ранения в результате столкновений с гражданами и пограничниками соседнего Кыргызстана. По данным СМИ соседнего государства, есть раненые с кыргызской стороны, которым уже оказана медицинская помощь, и их жизни ничего не угрожает.